в прямом эфире сразу 3 телеканалов: НВК Саха-Якутия, 24 Мамонт и на радио Татим. Совместные агитационные мероприятия к выборам депутатов Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия. Единый день голосования 9 сентября. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить участников сегодняшней программы. Их должно было быть сегодня 3, но не явился сегодня кандидат от партии «Партия за справедливость» Андрей Яковлевич Сафронов. Присутствует у нас сегодня Андрей Владимирович Зыбцев от партии ЛДПР. Добрый вечер. Добрый. И Семен Васильевич Филиппов от Коммунистической партии Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые господа, сегодня мы говорим на тему промышленность и инновации в экономике Якутии. Что вы думаете об этой теме? На вступительное слово у вас по 2 минуты на ответ. В алфавитном порядке Андрей Зыбцев начинает от партии ЛДПР. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Вопрос очень интересный, насущный для нашей республики, потому как это один из механизмов, наверное, да, введения инноваций, за счет которых, точнее путем ввода которых можно получить экономический эффект. Но реалия жизни такова, что все новое должно базироваться на каких-то фундаментах, а именно, понятно, что на сегодняшний день небольшие, скажем так, в связи с трудной экономической обстановкой, да, с санкциями там, всевозможными, понятно, что бюджет сейчас не располагает теми какими-то средствами, чтобы провести какие-то кардинальные вливания. Да. Для этого, на мой взгляд, есть неплохие законы, такой как федеральный закон номер 115, в котором гласит о концессиях. Да? На мой взгляд, это единственный сейчас механизм, благодаря которому можно за счет привлечения частных инвестиций решить вопросы, связанные вообще, начиная от энергетики, производством, промышленностью. Но, к сожалению, на сегодняшний момент этот закон 115 у нас в республике в полной мере не работает. Не работает по причине, тут не хотелось бы искать виноватых, просто хотелось бы обратиться к исполнительной власти, к законодательной, чтобы в свою очередь, да, каждый на своем месте, так сказать, непосредственно вел работу в этих направлениях, а именно концессия есть, заключается с концессионерами. Нет у нас ни банковского сектора отлаженного, чтобы можно было взять финансы, привлечь. Нет защищенности для концессионера. И нет вообще механизма заключения и регламента этих концессий. Это, к сожалению, жалко. Благодарю вас. Семен Филиппов, партия КПРФ. Пожалуйста, ваши 2 минуты. В промышленности и инновации в экономике Якутии. Ваше мнение на этот счет? Предвыборная программа Якутского республиканского регионального отделения КПРФ идет под лозунгом «Сильная Якутия, сильная Россия». 10 пунктов программы – это реальный образ возрождения экономики республики. Но я являюсь кандидатом от Якутского отделения Коммунистической партии Российской Федерации по Центральному избирательному округу номер 4. Что касается темы нашей промышленности и инновации, конечно, прежде всего Якутии нужна наукоемкая экономика, которая базируется на основе современных технологий, высоких технологий и новейших научных открытий. И здесь, конечно, можно много сказать. Без этой базы, конечно, не может быть дальнейшего прогресса. И что касается инновационных каких-то открытий, я, в общем-то, не новичок в этой области. Наверное, я работаю на предприятии акционерного общества «Саха-Гипрозем», которое занимается во многом, очень большое внимание уделяет новейшим геоинформационным технологиям. И этим мы занимаемся, наверное, последние где-то 20 лет. И это в основном инфраструктура пространственных данных. Вообще, что это такое? Да? Это действительно на основе новейших геоинформационных технологий мы достигаем результатов именно в решении вопросов
земельных отношений, в картографировании территории Республики Саха-Якутия. У вас все. Спасибо. Давайте немного углубимся в тематику. Что такое инновационное предпринимательство, на ваш взгляд, и чем оно отличается от традиционного? Пожалуйста, Андрей Владимирович, ЛДПР, ваши 2 минуты. Ну, слова говорят за себя, это очевидно, да, что инновационная экономика предполагает за собой использование новых технологий, материалов. В частности, где-то уже избиты фразы такие, как энергосбережение. Да? Понятно, что во всем мире сейчас, начиная, скажем так, с коммунальной инфраструктуры, заканчивая строительством, везде сейчас используются новые материалы, новое оборудование энергосберегающее. Это все замечательно, ну а традиционное, это, скажем так, что имеем, из того и строим, да. Но опять же, я говорю, забегая назад, хотелось бы озвучить, что все замечательно, что инновационное, оно, конечно, должно входить в первые ряды, да, скажем так, любого движения, но практика показывает, что на на начальном этапе инновации очень дороги. И тут необходимо понимание, какие все-таки будут финансовые инструменты для решения этих проблем. Понимаете? Потому что придумать светильник энергосберегающий, либо насос, он стоит в разы, скажем так, когда и на порядке выше существующих аналогов. Да? У нас же сейчас на сегодняшний момент включается оборудование, когда используется та или иная инвестиционная программа любой отрасли, да, по принципу, что дешевле. Потому что все госпредприятия, учреждения работают по 44-му закону. А 44-й закон гласит о том, что где побыстрее сроки, где подешевле, и в итоге мы клепаем оборудование Дружественной Республики Китай. Это, конечно, неплохо, но нужно понимать, что на сегодняшний момент нет нормальной, скажем так, развитого отработанного материала. Спасибо. Семен Васильевич Филиппов, КПРФ. Ну а что вы думаете, что такое инновационное предпринимательство и чем оно отличается от традиционного? 2 минуты. Традиционное, я думаю, идет от величайшего произведения «Капитал» Карла Маркса. Это деньги, товар, деньги. В основе обыкновенного предпринимательства. Ну а здесь мне бы хотелось просто сказать на основе, что такое, скажем, инновационное, да, предпринимательство. На основе своего предприятия я могу сказать, что начал я говорить про инфраструктуру пространственных данных, оно основывается на электронной плановой основе, куда действительно можно наносить информацию всю по экономике. Любые отрасли народного хозяйства могут сесть в базу данных этой электронной плановой основы. Все, что касается экономики, предпринимательства. Поэтому это приносит, конечно же, экономический эффект. Просто как пример я могу сказать, что раньше, допустим, топоплан города Якутска, он делался примерно лет 5. Сегодня с помощью новейших спутниковых навигационных приборов, новейших приборов топогеодезических мы его делаем фактически за 1 год. Почему? Потому что это действительно новые технологии. Оно чем? Оно, конечно, или 1 год делает, или 5. Это громадная разница именно в финансовых ресурсах. То есть мы экономически, мы за эти 25 лет, которые я работаю, 20 лет мы занимаемся новейшими технологиями, мы, наверное, сотни миллионов сэкономили денег Республики Саха-Якутия, создавая картографию республики. Но она у нас очень большая, все-таки 20% территории Российской Федерации. Поэтому вам пример того, что какая выгода идет от именно новых технологий, от инновационных технологий. В этом есть отличие традиционного предпринимательства и предпринимательства, скажем, инновационного. Спасибо. Вопрос 3, заключительный. Давайте поговорим о влиянии науки в эту тему. Какую роль может сыграть наука в инновационном развитии экономики Якутии? Пожалуйста, ЛДПР, Андрей Зыбцев, 2 минуты. Какую науку? Самую основную, правильно, как коллега мой сказал до этого, если раньше какое-то мероприятие выполнялось
за более длинный срок. При привлечении новых IT-технологий, всевозможных отработанных шаблонов уменьшается время. Да? Время у нас на сегодняшний момент – это деньги. Поэтому наука должна работать постоянно, скажем так, не отрываясь от земли. Да? Не то, что одни изобрели, потом вторые голову ломают, как это дело все совместить. Да? Должно быть сонаправлено с теми или иными отраслями. Потом хотелось бы добавить, чтобы при развитии тех или иных отраслей участвовали непосредственно люди, профессионалы, которые, ну, скажем так, профильные работники этой отрасли. А не как у нас в последнее время управляем только, скажем так, где там в ЖКХ там физкультурники, колхозники, потому что нет времени, да? Поэтому я за то, чтобы наука непосредственно шла в ногу с той промышленностью. А в заключение хочется сказать, что победит ЛДПР, победит Якутия, да? Голосуйте все за старейшую партию Российской Федерации, за ЛДПР. Не оставайтесь безразличными. Моя просьба такая очень нижайшая, да, чтобы не сидели дома на кухне, не думали, не дебатировали, а пришли все-таки на выборы и сделали свой выбор. Потому что наше с вами молчание уже отображается в такой поддержке малого предпринимательства, как поднятие НДС на 20%. А если дальше будем молчать, то и жизнь, я думаю, продлим себе за счет пенсии не только на указанный срок, но и больше. За ЛДПР, за Якутию. Спасибо. Теперь ваши 2 минуты. Семен Васильевич Филиппов, КПРФ. Какую роль может сыграть наука в инновационном развитии экономики республики? Пожалуйста, 2 минуты. Ну, и я думаю, многие телезрители со мной согласятся, что научно-технический прогресс, вот, он был виден как раз вот в советский период, вот, когда наша отсталая, значит, царская Россия буквально за 30-40 лет сделала громадный скачок в своем экономическом развитии именно на базе научно-технического прогресса, новейших технологий. Я уже говорил, что экономика должна быть наукоемкой. И на примере вот тех достижений наших советских ученых, действительно, советская страна достигла громадных успехов от космической отрасли. Из отсталой сельскохозяйственной аграрной страны Россия превратилась в мировую державу вот, со вторым потенциалом экономическим. Это все, конечно, на основе тех вот разработок, которые делали советские ученые. Поэтому, конечно, вот, что наука имеет громаднейшее, значит, значение в развитии любой страны, это очевидно. И поэтому в последнее время, конечно, очень жаль, что вот наши мозги утекают, наверное, за границу. И вот мы, конечно, должны над этим очень серьезно задуматься. Но я думаю, что последние годы вот, наша страна, в общем-то, делает определенные усилия. Ну а программа нашей партии, конечно, ставит науку в один из самых важных рядов. Вот как раз в нашей программе, в программе 10 пунктов Якутского регионального отделения Компартии России и 20 шагов вот Грудинина, который участвовал на выборах президента России, конечно, тоже вот красной нитью тоже проходит вот как раз научно-технический прогресс, основа сильной экономики и страны, и республики. У вас все. Что ж, у нас еще сегодня есть время, правильно? 10 секунд, теперь все истекло. У нас сегодня в эфире были от партии ЛДПР Андрей Владимирович Зыбцев и от партии КПРФ Семен Васильевич Филиппов. Уважаемые телезрители, смотрите с понедельника по пятницу по будням на 3 телеканалах Якутия-24, НВК Саха, Мамонт и на радио Татим совместные агитационные мероприятия. В 17:30 здесь будут выступать кандидаты на должность главы Республики Саха-Якутия. Чуть позже, в 18:15, как сейчас, совместное агитационное мероприятие к выборам депутатов Госсобрания Ил-Тумен Республики. Я на этом с вами прощаюсь. До встречи на наших эфирах. Всего доброго.